Рахмат. Дастан Далабаевич, айтсаңыз, ошондо деген штрафтарды салып атканда 75 расчетный показатель физлиц, юрлицаларга 230 расчетный показатель. Бул мамлекеттик кызматта иштеген адамдар төлөп калышабы? Же ведомстволор төлөп калабы? А вы где читаете? Тут 20 тысяч и 200 тысяч идет. А выше? Нет. Вот смотрите, тут часть 6 статьи 144 добавляется. Тут влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц 2000 расчетных показателей. А вы где читаете? Тут больше ничего нет? Нет, таблицада чуть выше просто мен окуп атам да. Мен бул суроону эмнеге берип атам да? Это действующие, действующая редакция. Вот, я вам поэтому и говорю. Так действующий законопроект не работает? Нет, действующий почему? Работает, но оно относится не к строительным нормам и правилам, которые обеспечивают доступность для Он лиц. работает в отношении частных лиц, да? Да. А вот как насчет государственных ведомств? Или вы собираетесь штрафовать только частные компании? Нет, ни в коем случае. Мы тут и проектировщиков собираемся штрафовать, если они не предусмотрели элементы доступности при проектировании. Или, допустим, при сдачи в эксплуатацию. Если должностные лица специально закрыли на это дело глаза, то они тоже будут привлекаться к ответственности. Подождите, давайте вот немножко разберемся, да? До того, как объект приняли в эксплуатацию, добро дает государственное... Нет, вообще идет сперва проектировка. Все начинается с проектировки, потом этот проект утверждается. И вот если на момент проектирования сам проектировщик забыл, то лицо, которое утвердил этот проект, то они будут нести уже ответственность, если они там элементы доступности не предусмотрели. Ну, допустим, тротуар проводят. Это вот один момент. Дальше, во время строительства, если кто-то не соблюдает этот проект, его ответственность. И тот, кто принял в эксплуатацию, подписал документ, то он тоже будет нести ответственность. То есть это между подрядчиком, проектировщиком, Госстрой будет как? Потом судиться они между собой будут? Что? Нет, Мне кажется, это потом затянется же. Госстрой будет наказывать их. Зачем Госстрой судиться? будет наказывать? Госстрой будет наказывать. Госстрой у нас и так каратель. Минстрой будет наказывать. Ну а пока эта норма относится только к Минстрою, они контролируют и наблюдают за нормами. Дастан Далабаевич, в итоге этот законопроект по отношению к частным компаниям только начнет работать же, правильно? И к частным тоже, и не к частным тоже. Я все-таки против того, чтобы мы шли на поводу там отдельных товарищей и стали штрафстаном, да? Я согласен с вами, я всегда тоже против этого выступаю, но тут вопрос серьезный. У нас 211 тысяч сейчас только вот лиц с инвалидностью. Но вот многие почему не могут школы, сады посещать? Потому что те же строительные компании или проектировщики забывают просто эту инфраструктуру. Они же не должны это делать. Дастан Есть у нас Далабаевич, нормы, правила, не соблюдаешь. У нас есть законопроект, где штрафы за электронные сигареты, за сигареты. Вы же видите, где государство как работает в итоге. Вы просто кормушку создадите для госстроя, чтобы они лишний раз эти по 100 тысяч вымогали у этих частных лиц, 200 тысяч. Нет, это не кормушка, это заставить... Мне кажется, нет, я тут с вами не согласна. Во-первых, когда суммы большие, как у нас происходит? Эльвира Джералбековна, здесь суммы по другим нормам такие же большие есть, в действующем законе есть, по другим. Это настолько серьезно, что вот представьте, инвалид, ребенок на коляске, который перемещается, не может попасть в школу из-за того, что просто, кто-то решил так сэкономить деньги. И не предусмотрел на него вот эту инфраструктуру. У нас есть статья, что воровать с государства нельзя, все равно воруют миллиардами. Поэтому что он сидит и дома, да, и чтобы вот таких проблем не было. А вы про сигареты говорите, сигареты это другое, там право на курить или не курить, это другой вопрос. А здесь люди же лишаются самого главного, образования же, из-за этих проблем. Перемещение, из дома выйти не могут, что уж там говорить. Дастан Далабаевич, если бы таким образом, или эти деньги получали бы люди пострадавшие, или бы мы таким образом смогли обеспечить им эту возможность, было бы хорошо. Просто я боюсь, вы просто лишний раз создаете определенную возможность для того, чтобы кто-то зарабатывал на этом. Хорошо, тогда дайте свой вариант, как вы видите решение Я считаю, этой что проблемы. суммы большие, в любом случае это закончится вот сейчас, коррупцией. Предыдущий коллега ваш сказал, давайте до 100 тысяч хотя бы снизим. Ну хорошо, давайте до 100 тысяч. Я говорю, не принципиально, тут
Главное, чтобы нормы Вы поймите, соблюдались. когда с трибун парламента озвучивает легко цифры в 100 тысяч, другой коллега, помните, там 40 тысяч, с барского плеча там мы же снизили 40 тысяч там до столько, да, нас народ на улице слушает и вообще недоумевает, почему депутаты разбрасываются так легко такими большими суммами. Да, Эльвира Джералбековна, вот вы правильно говорите, чтобы в штрафстан не превратиться. Надо понимать, кого мы штрафуем и за что штрафуем. Я же не предлагаю простого человека штрафовать. Я предлагаю штрафовать тех, кто не соблюдает нормы и правила. А кто это, как правило? Это либо крупные компании, либо проектировщик, либо чиновник. Мен кошумчалап коеюн ба? А физическое лицо это кто? Ну, физическое лицо это проектировщик, тот, кто проектирует. Ну, проектировщика уволят. Нет, всё. его нанимают по Они будут контракту. на друг друга футболить. Нет, он Но просто так уволить это же его не тем не получится. закончится. Достан Далабаевич, Его- просто мне кажется, я сейчас, можно я тоже договорю, Его просто пожалуйста? Когда вы сертификата должны выступаете, я лишить же вас тогда. не прерываю. Я не успеваю даже вам вопрос задать. Просто банально, мы уже давно в штрафстан превратились. И лишний раз как бы идти к тому, чтобы давать кому-то возможность еще раз увеличить коррупцию, мне кажется, это не совсем правильно. Возможно, госстрой – это их обязанность, они и так должны работать. Они свои обязанности, если плохо выполняют, это уже другой разговор, да, все значило. Не, ну просто, Эльвира Джергалбековна, ваше, конечно, право, я просто вас призываю поддержать, потому что, ну, вы должны понимать, что человек, который не может получить образование, вы представьте, вот родители, как они, вот в каком состоянии они, не могут ребенка не вынести, он растет, тяжелее становится, из дома вытащить его не могут, по дорогам возить не могут. Это не только их касается, это вот мамочек с ляльками касается тоже. Из-за того, что вот этой инфраструктуры нет. Но в конце концов, мы же должны в цивилизованном мире жить. Ну что, он лучше, чем штраф этот платить, он лучше пусть предусмотрит там съезд. Это небольшие деньги на самом деле. Это же лучше же мы заставим их хотя бы это делать. А то, что вы говорите коррупция, ну по другим статьям вы посмотрите, почему по другим статьям разрешили тогда, а по этой, вот именно где есть головная проблема, действительно, большая проблема, мы не хотим там разрешить. Процедурный, бесите микрофон. Рахмат, Достан Далабаевич, я вообще с вами Жоқ, полностью беріп отырмын, согласна. беріп отырмын. Я Абсолютно табуын согласна. еметемін. Есть только такой момент, да, вот здесь Талант Мырза сидит. Бүгінгі күнде мамлекеттік ишканалардың барын Бишкек шаарына текшерип чыгайлычы. Жартысын деген эмес, 99%-inde ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүлгөн эмес. Анын баарына штраф салсак, ал штрафтарды ким төлөйт? Аягында. Уруксат берген адамдардын баары бир деген ошол министрликке, силерге, госстройго келип такалып калабыз да. Биринчи ошол жактарды өзүңөр караштырып, ушул депутаттар бул маселени көтөрүп туруп, тиги ишкерлер менен багыш аларды деген крайне кылбай, адамдарды крайне кылбай, мамлекеттик кызматтар, ведомстволорду бир текшерип чыкпайсыздарбы? Өзүңөр элечи. Анан ошолорду, когда, Достан Далабаевич, когда там мы сможем упорядочить, пожалуйста, можно ставить штрафы, да. Я просто категорически против того, что в парламент приносили штрафы. Мы 1000 законопроектов пишем, нерабочие законопроекты. Они все закончатся тем, что вместо 200 тысяч в карман будут класть эти 30-40 тысяч, все дело будет на этом закрываться, письмами, отписками. Так же и происходит же. Абсолютно все компании, они понимают, о чем сейчас идет речь. Маленькие ведомства пойдут в каждый киоск и скажут, вот у тебя такого выката нет, там в один киоск какая-нибудь женщина малоимущая работает с 5 детьми, мать-одиночка, ее загрузят на эти 200 тысяч сом. У нас так и происходит же. У нас сегодня в Бишкеке по налогам проверяют, и вместо положенных там срок давности 6 лет, за 10 лет проверяют. Когда по электронным сигаретам я в июле прошлого года здесь говорила, я вас всех предупреждала, закончится трагически. Закон не вышел, по вейпам штрафанули ребенка, довели до инсульта. Хороший законопроект, правильный законопроект, но исполнение у нас хромает, потому что на местах у нас чиновники превратились в бизнесменов. В том же госстрое я руководителя тоже говорила. Если раньше говорили, давай заплатили, я тебя проверю, а сейчас там говорят, знаете что? Сейчас там говорят, вот столько заплати, я тебя не буду, я тогда закрою глаза, не буду тебя проверять. Я об этом говорила руководителю госстроя Нурдану Орунтаеву. А он тоже говорит, давайте приведите за руку мне эту фирму. Так никто и не пойдет. Но уже раз такие разговоры идут, вы понимаете, такие законопроекты чем заканчиваются?
И, конечно, ак үйдүн сыртында ел ойлоп атат, они здесь в облаках витают, о чем угодно, но реальное положение дел и что в карманах у населения, и у бизнеса, и у частного, и у киосках, что происходит, как будто мы не понимаем. Поэтому тура түшүңүздөр, да, лишний раз мондай мыйзамдарды алып келгенден көрө, давайте ушул системаны иштетели. Эмне керек? Гостройду текшерип чыксын, кошумча каражат керекпи? Бөлүп берели, но пусть они сделают эти пандусы. Я прошу прощения, да, просто это мы 100 раз об этом говорим. Не надо лишний раз. Аягында взятка, штраф менен, коррупция менен эле бүтүп атат. А кимиси камалып атат чиновниктерден? В тюрьмах только бизнесмены сидят у них. Рахмат.